Багаудин Евлоев, депутат Карабулакского горсовета. Ваше мнение? Вы согласны? Ну, кто может быть согласен подобному явлению? Это уже второй инцидент на посту Яндри, да, и в этих инцидентах участвовали наши горожане, наша молодежь, карабулакская молодежь. Все эти мы обсуждали и на горсовете, обсуждали на молодежном совете. Здесь в зале присутствует председатель молодежного совета. Сегодня... А возможно, вы кого-то и знали, нет? Да, здесь присутствует. Нет, имеется в виду из тех, кто участвовал, попал в радикальные, так сказать, круги. Вы знаете, первый инцидент, который попал, это Мезиев, житель Карабулака, учился в Москве, о нем отзывали очень хорошо. И даже начальник ФСБ, присутствие, мы обсуждали этот вопрос в администрации, да, и там присутствовал все 5 имамов. У нас 5 мечетей в городе, и они все присутствовали. И даже начальник ФСБ тоже высказал свое мнение, что и соседи, и куда ни спрашиваешь, где этот парень учился, да, о нем отзывали очень хорошо. Но почему его так на преступлении, это Следственный комитет разберется, я думаю, там работают органы власти. А вот вчерашний случай? Вот второй инцидент, это как бы... Вот и сегодня мы интересовались, собрались в горсовете и интересовались, в чем же дело. Вчера было воскресенье, все были заняты, и вдруг этот инцидент. Мы сегодня собрались и обсуждали его. И вроде, вот когда мы спрашиваем у молодежи, посторонних молодежи, у соседей, как бы месть, мол, за убитого, видимо, они были где-то связаны между собой. Вот эти преступники. На огнестрельным оружием, как бы жахат у них. Вот такое мнение складывается. Ну, я думаю, и население города Карабулака, и общественный совет, и депутатский орган, и молодежный совет мы осуждаем, и население осуждает. У нас даже присутствие вот Магомеда, сход граждан города Карабулака было по первому инциденту, правильно? Вы же присутствовали там. И мы это обсуждали тоже на сход граждан. Конечно, это неприятно. Не то, что неприятно нам, жителям Карабулака, да, очень неприятно. И перед другими, вот, перед республикой даже, что именно вот эти ребята оказались члены нашего города. Я с уверенностью могу сказать и доказать, что общественность нашего города осуждает данный инцидент. Но в любом случае кто-то наверняка стоял за ними лично. Да, да. Лично вот там разберутся. Но откуда-то взялась взрывчатка, да? Да. Откуда-то взялись поражающие элементы. Кто-то помог. Конечно. Вот здесь... Кто-то не отговорил вовремя. Да, вовремя, да. Вот здесь говорили, что имамы там в мечетях надо более мягко, вот высказался тоже. Надо было... Нет, в наших мечетях, да, очень мягко преподносят. Ни один... Вот присутствие, если вы будете присутствовать в наших мечетях, да, очень мягко. И вот у нас нет такого вот, когда 90-е годы, да, вот, и то, что сегодня большие разницы. Вину ложить на имамов я не согласен, потому что ихней здесь никакой вины нет. И на школу тоже нельзя, там тоже. Ну, виноват, я считаю, это личное мое мнение, это интернет. Да, это интернет. Потому что в интернете, на сайтах, они, вот даже сегодня, вот и мы, вот вы, если проверите дома, 5 лет ребенку, да, он, если дашь ему мобильник, он сразу туда умеет. Я не умею туда лазить, а они уже умеют. Вот, поэтому интернет губит нашу молодежь. Лучше нашего молодежи, да, наших ребят в мире не сыскать. Вот в любом месте они и заступники, они и помогают, они ездил, гулок, сабр, вейкегишнахал, дикера, ухделя, цагамдахцана, дубул, бусу, устал дикегинах были. Но кто-то сбивает с правильного пути. Да. Кто сбивает? Ну, кто-то где-то есть вот это зомбирование. Ну, вот здесь все мы знаем
какой-то Саид Бурятский где-то сидел, и что он творил здесь? О. Зомбировал. Вот, и когда взрывали вот это МВД, мы там присутствовали тоже, как раз подошли туда. Вот надо... То есть, в первую очередь, за и организаторов Следственному надо комитету, браться, и в федеральной службе, и МВД, и прокуратура должна заниматься этим вопросом. А общественный совет, молодежный совет, я считаю, у них нет той власти, ну, они должны, конечно... И оперативных сотрудников, да. Сотрудничать.